Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. 32 года со дня образования. За то, что мы вместе восстановили республику. Глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню образования Пенсионного фонда России. Итоги года. В правительстве республики состоялось совещание под руководством Рамзана Кадырова. Какие темы поднимались на встрече, смотрите в нашем эфире. Доверие и порядок. За последние годы имеется устойчивая тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений. Чеченская республика – единственный регион в стране, где не угоняют машины. В этом выпуске мы расскажем о том, как субъекту удалось исключить похищение автотранспорта. Президент России Владимир Путин вручил главе региона Рамзану Кадырову орден Александра Невского. Он удостоен награды за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Цитата. «Благодарю нашего президента за высокую награду и оказанное доверие. Уверен, что с таким мудрым и дальновидным лидером нам по плечу любые сложности, поскольку проводимая им политика направлена в первую очередь за благополучие многонационального и многоконфессионального народа России», сказал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Исполнилось 32 года со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации. В честь этого события в региональном отделении состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие глава субъекта. Рамзан Кадыров поздравил сотрудников ведомства. Обо всем по порядку в сюжете Рамзана Абоева. Милосердие – вот что лежит в основе профессии социального работника. Сострадательное, заботливое отношение к другому человеку, желание приносить пользу людям, не думая о вознаграждении. Именно таких и чествуют мероприятие, приуроченным к 32-й годовщине со дня образования Пенсионного фонда России. Оно начинается с исполнения песни, посвященной первому президенту Чеченской республики Ахмату Хаджи Кадырову. После присутствующим продемонстрировали видеоролик об истории становления регионального отделения, которое получилось немалой. Фонд пережил сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за финансирование пенсии, он стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей жизни с момента рождения. Благодаря всесторонней поддержке со стороны Героя России, главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича, на протяжении последних 30 лет отделение Пенсионного фонда по Чеченской республике, наряду с другими региональными отделениями Российской Федерации, ежедневно вносило свой весомый вклад в общее дело Пенсионного фонда России. Роль социального работника с каждым годом растет. Социальное обеспечение населения является приоритетной задачей региона. Старт развитию этой сферы в субъекте дал Ахмат Хаджи Кадыров, подчеркнул в своем выступлении руководитель отделения Пенсионного фонда России по Чеченской республике Мохаммад Эми Ахмадов. Первый президент Чеченской республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров говорил, что люди только со временем поймут и оценят, что путь, который он избрал, это путь спасения чеченского народа. И сегодня, с высоты прожитых лет, когда видно, кто был кто, мы можем в этом убедиться. Все, что мы сегодня видим в республике, ее колоссальное развитие не было бы возможно без Ахмата Хаджи. Его тернистый путь, полный масштабных экономических и социальных реформ, продолжил Герой России, глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Под его чутким руководством наша республика занимает высокую планку социальной направленности. А главное, наш народ является примером высокого уважительного отношения к старикам, детям и инвалидам. С 2023 года пенсионный и фонд социального страхования станут единым социальным фондом России. Первые шаги к объединению уже сделаны. С нового года все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна. Выступая перед собравшимися, политик отметил, что данная реорганизация проводится в числе первых в России, что демонстрирует доверие со стороны федерального центра. Рамзан Кадыров также поздравил всех сотрудников, подчеркнув важность и ответственность данной профессии. 32 года
Юмолчина чодухан хитер дон. Его ближе качу дулдел чодон сингат михолед. Его последующим от чекекчнон. Ай дают изимчхен бош. Киги халашу дакидочнон. Так. Переходный возраст, докуда халашу дать. Его пенсионный фонд страхования овощ-качнона. Уже еще праздник, лучше да, он первый праздник, что дошел праздник. Один из первых, да, что доверие руководству, да, Россия, да, первый, да, что, да, приказывает объединить, да, так вот, это огромное доверие, да, это труд вашей, да, работы, да, чаще, да, дукахега, даема, да, лидирующая позиция, что, да, даем первый, да, это, да, духола, да, шхадек, не что. Не только как руководитель пенсионного фонда, вы доку Белорусской республики, и свой генерал ролик, доку Белорусский руководитель штаба, эш масарат отсюда. Вот здесь, осталдеш вместе, мы восстановили республику, не только что и Бобин, что и пенсионным фонде обязательно скотчин саша, в республике, да диш, мел долж метна, первыми, как законопослушный, элег, элег, дан диш хадош, лела что даст, сумма масса наборкал дерез, за то, что мы вместе восстановили республику, да, праздник каждый день доходишь, каждый день у нас были, победы, каждый день мы, восстанавливали, объекты, города, поселки, населенные пункты, праздник, Коснулся руководителя региона и специальной военной операции, отметив, что наши бойцы, принимая участие в СВО, вносят существенный вклад в борьбу против чуждых нам ценностей. Терроризм, у нас в республике нет терроризма, мы восстановили республику, инти война, опасность для общества, Украина ёшал хал, масара, внимание, есть бог, царь, гуште, куда царь, цель, идея чекала, Россия, общество, кайча Европа, югорю, так, юахчол, семейный институт, юахчол, акира, ходунян чавех, адамадат, так, так, дарбоча, адалах, бишку, дас, хайпаком, даем, адаиш, дардин, что велкшна, адалах, бишку, итеп, мцахли, войдаган, из эзергантон, на страже, безопасности нашего государства, нашего общества, ляч, постоянно лячу, цигадон, так, сюда, маны, Рез ходу семья Ахмадов, даем цигад, вода, здесь цигадон, цигад, алба, бежен, подарок шауч, мусу юшек, здесь хаду, что юшвей, кенти, вейдели, бихабиз, да, мула, юш, хаска, стулан, створ, бэл, тиш, саши, куйоч, удачи, дайл, и те бюхал, тулу доярстон, вейбака, вейдон, да, мула, от начала до конца участвовать, принимать видео, участие, не просто участие, а передовой, из дел, развод, как буду, тия развод, так, чучку, зуда, бер, из, шех, чух, хирдиш, уж, дели, саламас, битпич, вас, бьется, бьешь, даться, дешь, так, каждый чуть, да лучше кибер, да, вас, да, мола, дахар, берка, тихерду, дахар, ильсихерду, шудахар, берка, тихерду, шубах, берка, тихерду, фонд Роушта, Балх, ответственность, еще уз и то соуходишь, так, Балх, Вербудан, но все равно мы не сомневаемся, мы уверены, что вы справитесь, это больше, За многолетний добросовестный труд в пенсионном обеспечении населения и плодотворную работу отличившихся работников наградили медалями и благодарственными письмами. Указом главы Чеченской Республики награждается медалью «100 лет образования Чеченской Республики» Ахмадов Мухаммад Эми Исаевич. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Жандаева Лейла Абдурашидовна.
Почетным знаком за трудовое отличие Мусхаджиев Бекхан Паважиевич. В знак благодарности от работников фонда Рамзану Кадырову сделали памятный подарок. Это картина, на которой изображена мечеть Аль-Акса, являющаяся третьей святыней ислама. Вписав очередную страницу в книгу добрых дел, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал сотрудникам учреждения, чьи родственники принимают участие в СВО, материальную помощь. После торжественной части началась развлекательная программа. Для собравшихся выступили дети работников фонда вместе со звездами чеченской эстрады, исполнив песни и стихи. На дороге отца бьются вешние грозы. На дороге отца ночь отлита свинцом. На дороге отца материнские слезы. Боль ушедших отцов. На дороге отца. На сегодняшний день в республике трудится более 1500 специалистов регионального отделения пенсионного фонда. Их основная задача – оказание социальной помощи нуждающимся и решение значимых для людей вопросов. На протяжении 18 лет всем этим занимается начальник управления персонифицированного учета отделения пенсионного фонда России по Чеченской Республике Анзор Татаев. Признается, индивидуальный подход к каждому – самая яркая черта профессии. Мне доставляет удовольствие то, что мы помогаем людям при их назначении, при пенсии, при их выходе на пенсию, то, что они получают заслуженную свою пенсию, свои взносы, свой утраченный заработок. Вот. Нет больше радости то, что видеть, как люди получают свою достойную пенсию. Социальная защита населения – признак развитого государства, проявляющего заботу о своем населении. Сегодня Чеченская Республика является регионом с самым высоким показателем уровня социальной направленности. Гражданам необходимо понять, что объединение фондов упрощает процедуры выплат, а не изменяет правила их назначения. Все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий также сохранятся. Рамзан Абуев, Хусейн Мурдаханов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. В правительстве республики прошло расширенное совещание под руководством Рамзана Кадырова. На повестке предварительные итоги социально-экономического развития субъекта деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления. Подробнее в следующем сюжете. Предварительные итоги социально-экономического развития в 2022 году, задачи на 2023, оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также исполнительной власти. Эти и другие вопросы на повестке очередного заседания под руководством Рамзана Кадырова. Открывая встречу, глава Чеченской Республики в первую очередь отметил успехи в сфере здравоохранения, в частности, высокий уровень демографического роста в субъекте. Показатель, что такие особенно приятно, что здравоохранение, показатель, что Сулейман Вали, позиция, красная линия, другой уже зеленая линия, что левый посмертно с разными направлениями. Из-за самое главное, думаю, рождаемость по России, первый, чего лучше направление, даст, особо отвечать, что какие направления, что хизмеш мог изменить еще раз, уже Далее Рамзан Кадыров поинтересовался у председателя правительства региона об общих результатах развития. Муслим Кучерев подчеркнул то, как успешно реализуются региональные, а также национальные и инвестиционные проекты. В частности, объем промышленного производства вырос на 11%, а объем сельхозпродукции на 8% в сравнении с прошлыми показателями. Чеченская Республика занимает первое место по уровню кассового исполнения бюджета региональных проектов в общем рейтинге субъектов СКФО. В настоящее время из 400 объектов, предусмотренных строительством в рамках госпрограммы нацпроектов, введены в эксплуатацию 253 объекта.
В 2022 году предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на достижение 135 показателей. По состоянию на текущую дату процент достижения 115 показателей, 100 и более процентов. Исполнение консолидированного бюджета по налогам и неналоговым доходам Рамзан Ахматович на 20 декабря 2022 года при плане 24 миллиарда 100 миллионов рублей. У нас исполнение 24 миллиарда 300 миллионов рублей. План выполнен на 100,6%. По словам премьер-министра, успешно реализовано и поручение руководству субъекта о повышении зарплат бюджетников почти на 10%, что составляет 32 500 рублей. На сегодняшний день, по вашему поручению, мы уже завершили выплату на оплату труда бюджетников. Несмотря на высокий уровень дефицита бюджета, все установленные значения в рамках указа президента страны получения зарплаты достигнут в полном объеме. Кроме того, мы увеличили по вашему поручению с 4-го квартала текущего года зарплату работников госказенных учреждений и государственных служб в среднем на 15%. На 2023 год бюджет предусмотрен 3,7 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетников. Среднемесячная зарплата выросла, Рамзан Ахматович, на 9,6% к уровню прошлого года, составила 32,5 тысяч рублей. Количество субъектов МСП по итогам ноября 2022 года составило 18 225, рост почти на 15%. Численность занятых в сфере МСП 125 703, что выше показателя прошлого года 2,1 раз. Этот результат отмечен и на федеральном уровне. 2022 был объявлен Рамзаном Кадыровым годом промышленности. И, конечно, в этом направлении также имеются успехи. Кроме того, выполнен план по дегазификации домовладений и отдельного подключения граждан к голубому топливу. По результатам работы по созданию благоприятных условий ведения бизнеса по итогам 2021 года Чеченская республика заняла первое место среди субъектов СКФО в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Также в целях поддержки реализации инвестпроектов в отраслях промышленности, так как год был объявлен годом промышленности, Рамзан Ахматович, создан региональный фонд развития промышленности, заключены соответствующие соглашения на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 196,5 миллионов рублей. Осуществлен запуск сборочного производства автомобилей ГАЗ на производственных площадках Чечен-Авто. Благодаря вам. Здесь же Муслим Кучиев поблагодарил президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за постоянную и всестороннюю помощь. Кроме того, он подчеркнул, что в субъекте активно строятся новые образовательные учреждения, что еще один плюс для жителей и подрастающего поколения. Также, Рамзан Ахматович, хотел бы передать через вас слова благодарности президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Далгаз Побалдольс Аймани Несиевне. Мы постоянно чувствуем поддержку, помощь в вопросах социального и экономического развития Чеченской Республики, особенно в тех вопросах, где не хватает средств и сил у правительства Чеченской Республики. География поддержки со стороны РОФ давно перешагнула границы Российской Федерации. От себя лично, от имени правительства Чеченской Республики еще раз хочу поблагодарить президента РОФ Аймани Несиевну Кадырова за неоценимую помощь. Также по рейтингам, если говорить, у нас по итогам 2021 года в рамках указа президента Российской Федерации 68 у нас мы находимся на первом месте субъекта Российской Федерации, Рамзан Ахматович. Также первое место в рейтинге региона наблюдаем по преступности, составим как регион с минимальным количеством преступлений, в том числе тяжких. Первое место по реализации проекта «Чистая вода», третье место по проекту формирования городской среды, первое место по количеству качественно загруженных уникальных инфоповодов Минкультуры ЧР, первое место в рейтинге национальные приоритеты по освещению национальных проектов, второе место среди 17 регионов России, принимающих участие в реализации пилотного проекта Минцифры РФ Госвеб. Мы один из первых регионов России, завершивших предусмотрен в рамках нацпроекта «Жилье. Городская среда» до 2025 года объем по расселению аварийного жилья. Премьер не оставил без внимания и работу по электроснабжению горных районов. Он отметил, что все это возможно в первую очередь благодаря поддержке главы региона Рамзана Кадырова. Ведется активно работа по привлечению дополнительных средств на удержание ОСППТ Грозный. По первому этапу 250 миллионов $. Предварительная договоренность была достигнута в Минэкономике. Сейчас этот вопрос продвигается на уровня Минфина России. Также высоковольтная линия Кизной-Ам, увеличение там было общее 322 миллионов. Также выделение средств на, Рамзан Ахматович, по вашему обращению уже принято решение, что будет профинансировано строительство Ачхой-Мартанского ЦРБ на 3,6 миллиарда рублей. И также пробаться дальше вопрос по строительству инфекционной больницы. У нас нет никаких сомнений, Рамзан Ахматович, что благодаря вам, вашему авторитету, вашей поддержке мы достигнем поставленных задач. Руководитель субъекта выразил слова благодарности за озвученные результаты. По его словам, это вызывает гордость. Есть чем гордиться, да. Хорошие показатели по всем направлениям, да. Есть намеченные планы, да, развития, да, республики по всем направлениям, да. Поэтому
Это в первую очередь заслуга юдас. Большинство балдон, бешко балдон, даже бешко балдон. على أولدستان سواوي совещание большинство дона участвуют принимать что она так мусимета дона по республике делал проблем озвучит что он так из проблем что выявляет я хаху что он кабинет министров дон дон как никогда любой задач выполнить кичи уж Министр финансов региона Султан Тагаев доложил о том, что была проведена проверка в 15 министерствах, органах исполнительной власти, и все достигли необходимых результатов. Среди ведомств есть и отличившиеся. Все министерства достигли поставленной задачи, активно участвуют в реализации национальных проектов. Хотелось бы отметить лидеров оценки деятельности. Ну, я не могу сказать, что у нас есть отстающие, но есть лидеры. Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры, Министерство труда, Министерство автомобильных дорог, Министерство по национальной политике, Министерство промышленности, Министерство природных ресурсов, здравоохранения, Министерство транспорта и Министерство финансов тоже Рамзан Ахматович неплохо работает, как бы хотелось бы отметить. А так в целом по всем органам исполнительной власти Чеченской Республики все показатели, алхамдулилlah, достигнуты, заработная плата выплачена, все социальные обязательства Чеченская Республика на сегодняшнюю дату исполнила, выплаты по неработающему населению Чеченской Республики профинансируя одной из первых в Российской Федерации, выплачены, обеспечены платежи по налоговым платежам и по коммунальным расходам. То есть все обязательства, которые мы отвечаем перед Минфином Российской Федерации, у нас исполнены. Касаемо местного самоуправления, то и здесь есть успешные показатели по результатам исполнения налоговых сборов и социальных обязательств. Все муниципальные образования достигли всех показателей, активно участвуют в реализации национальных проектов, исполнении собственных полномочий. И по налоговым, неналоговым доходам у нас по итогам 9 месяцев исполнения превышением плана. Также хотелось бы отметить те муниципальные образования, которые являются лидерами по рейтингу. Это город Грозный, Аргун, Гудуримес, Шалинский, Грозненский районы, они разделяют, у них цифры одинаковые, и Курчаловский район, они являются лидерами в показателях. А остальные, это муниципальное образование, Рамзан Ахматович, без преувеличения у нас достигают все показатели по всем своим направлениям деятельности по исполнению собственных полномочий, собираемости налогов, неналоговых платежей и выполнению социальных обязательств перед жителями муниципальных образований. Не обошлось совещание и без вручения наград. За безупречный труд и вклад в развитие субъекта медалью столетия образования Чеченской Республики и почетной грамотой главы субъекта были награждены руководители министерств и ведомств. За большой вклад в развитие Чеченской Республики, многолетнюю добросовестную работу награждается медалью «100 лет образования Чеченской Республики» Хочиев Муслим Магомедович, председатель правительства Чеченской Республики. Почетная грамота главы Чеченской Республики награждается Кадырова Айшат Рамзановна, министр культуры Чеченской Республики. Награждается Какимов Адам Саудович, министр промышленности и энергетики Чеченской Республики. Кроме того, в сфере промышленности в текущем году был подписан ряд взаимовыгодных соглашений с ведущими компаниями страны по созданию промышленных зон, а с ними и новых рабочих мест. Это в первую очередь меры поддержки промышленным предприятиям Чеченской Республики, повышение инвестиционного потенциала Чеченской Республики за счет создания промышленных парков и акцент на межрегиональное и международное сотрудничество. Благодаря главе Чеченской Республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову в рамках визита в Республику Соколова Максима Юрьевича было достигнуто соглашение, что на Чеченавто в следующем году будут выпускать до 10 тысяч автомобилей ВАЗ. И в следующем году это нам даст совместно уже с УАЗом довести количество сборки машин на этом предприятии до 20 тысяч. Напоследок глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил всем собравшимся слова благодарности, пожелав успехов в уходящем году. Турпал Лолита Исумов, Саид Имин Мусаев, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика.
Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев вместе с министром промышленности и энергетики региона Адамом Хакимовым приняли участие в акции «Дари добро». Благотворительность министра культуры региона Айшат Кадыровой с каждым днем набирает обороты. В ней принимают участие видные политики, общественные и религиозные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, а также просто жители республики. В этом году акция посвящена детям военнослужащих, участвующих в СВО. Все вырученные средства будут направлены им. акции именно СВО. Участь принять швей вежри цер дюзелш докхаш юлин ю дейл рейсхул Айшат Рамзанун акции дагакна юпиякран дилорна дал диканс бихамбол сунна ордар мелячна дала вей вежри Украинер мукш меш яхгач туламц берзил цер дюзелш дал докхастел. Проявить заботу в преддверии праздника прибыл и ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета Магомед Минцаев. Хотелось бы выразить огромную благодарность Айшат Рамзановне Кадыровой за то, что она инициировала, ежегодно популяризирует, продвигает эту акцию. Ну, а нам, в свою очередь, тоже приятно быть частичкой вот этого такого светлого, доброго проекта под названием «Дари добро». Делегация Духовного управления мусульман региона посетила чеченских бойцов Запорожской области. Цель визита – желание выразить поддержку защитникам интересов Отечества. Гости, как полагается, приехали не с пустыми руками. Они привезли с собой гуманитарную помощь для воинов и в ходе общения узнали, что они находятся в хорошем расположении духа и нацелены на результат. Завершая встречу, ее участники прочитали мавлид. Управление Росгвардии по Чеченской Республике занял первое место в СКФО по результативности за 2022 год. Подведение итогов служебно-боевой деятельности состоялось в Управлении Росгвардии по Чеченской Республике при участии заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии по тылу, начальника тыла генерал-майора Эдуарда Рожкова, заместителей начальника территориального органа по всем направлениям, командиров строевых подразделений, начальников отделов, отделений и служб. Были отдельно озвучены результаты работы всех подразделений. Подводя итоги, начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов отметил, что все задачи, поставленные перед подразделениями, выполнены в полном объеме. Затем он довел основные задачи на 2023 год. После официальной части состоялась церемония награждения, где были поощрены отличившиеся сотрудники и военнослужащие. Чеченская Республика – единственный регион в стране, где не угоняют машины. Об этом говорит статистика за последние годы, где не зарегистрировано ни одного факта кражи автотранспорта. О том, как субъекту удалось добиться таких результатов, расскажет Луиза Андиева. Никаких секретных фокусов, лишь добросовестное отношение к своей работе сотрудников госавтоинспекции плюс менталитет. За последние 10 лет в Чеченской Республике ни одного факта угона машины. На улицах Грозного легко можно оставить свой автомобиль без присмотра. Местные гордятся, мол, приезжайте и сами убедитесь. Проведем небольшой эксперимент. Сюда подъедет машина, водитель которой оставит свой автомобиль незакрытым на ночь. И где-то здесь находится камера видеонаблюдения, о которой простой обыватель не знает. И утром мы посмотрим, насколько все-таки безопасно в Чечне оставлять автомобиль незакрытым. Вот скажите, вы сейчас оставляете автомобиль незакрытым на ночь, не боитесь? Нет, конечно, абсолютно. Я всегда оставляю открытым машину. Никаких проблем нет. Готовы рискнуть? Конечно. Что ж, посмотрим. Раскрытие преступлений по угону автомобиля в регионе считается делом чести. Ищет виновного не только полиция, но и родственники пострадавшего. Кража машины приравнивается к краже коня, а это уже позор. Ровно как и проникновение в чужое жилище. Потому и статистика таких показателей самая низкая в России. Анализ показал, что за последние годы имеется устойчивая тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений вышеуказанной категории. И в свою очередь прослеживается положительная динамика раскрытия
вновь зарегистрированы преступления против собственности. Данных показателей удалось достичь благодаря проведенных профилактических мероприятий во взаимодействии с институтами гражданского общества и средствами массовой информации. Активная борьба с угонами в регионе началась с легкой руки Рамзана Кадырова. В 2008 году недавно избранный глава республики жестко потребовал от силовиков в кратчайшие сроки закрыть эту проблему окончательно. Сказано, сделано. Период с 2008 по 2015 год, по данным аналитического центра «Автостат», в регионе угнано всего 3 автомобиля, а за последние 7 лет – ни одного. Нами проводятся такие мероприятия, как ОПМ «Двойник», ОПМ «Автомобиль», направленные на выявление и пресечение преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, и установление мест хранения похищенного автотранспорта. Также проводятся мероприятия на авторынках по выявлению фактов легализации разыскиваемых автомобилей. Без больших полномочий, которые получила чеченская госавтоинспекция с приходом Рамзана Кадырова, проблему бы не решили. Инспекторы дорожного патруля поблажек не дают никому, даже своим коллегам из правоохранительных органов. И местные жители, и гости республики ценят такую безопасность. Знакомые, то здесь уже были, говорят, что здесь очень безопасно. То есть машину закрывать не обязательно. Я, конечно, сложно мне сразу к этому привыкнуть, но, в принципе, я согласен с тем, что да, здесь можно не закрывать автомобиль. Я-то всегда по привычке закрываю машину, но не думаю, что будет проблема, если даже открыто оставлю, уйду куда-нибудь. Не думаю, что здесь будет проблема. Я знаю Чечню только с хорошей точки зрения. Здесь всегда порядок. Водители на дорогах на вопрос, угоняют ли машины в республике, удивляются, мол, кто ж пойдет на такое. За все мои 26 лет никогда не слышал о угонах в Чечне. А сам лично на доставке работаю, всегда двери оставляю открытыми, захожу в подъезды. Я приехал из Дагестана, я не слышал такого, что угоны какие-либо. Со мной такого не случилось, у меня машина всегда везде, где оставляю, там я нахожу, как я оставил. Не только угнать, но и перевезти через республику ворованный автотранспорт практически невозможно. Раньше на объездной дороге, это федеральной трассы Шелковского района, были случаи, перегоняли автотранспорт, угнанный из других регионов. Такие случаи нами жестко пресекались. Сейчас такие факты у нас отсутствуют. В 2001 году, вспоминают инспекторы ДПС, спутниковая противоугонная система «Алмаз» сообщила о местонахождении угнанного в Волгограде автомобиля. Похититель пытался вывести через Чеченскую республику ворованный автотранспорт безуспешно. Арендная машина Hyundai Solaris у нас пропала с радаров. Сотрудники Шелковского отдела ГИБДД нашли ее оперативно. В общем-то, машина в исправном состоянии работает. Спасибо им большое за оперативность. Тем временем наш эксперимент показал, автомобиль, который мы на ночь оставили открытым, в целости и сохранности. Покушаться на чужие машины никому даже и в голову не пришло. В Чеченской республике, по данным МВД, самый низкий уровень преступности в стране. Приоритетной для правоохранителей остается безопасность региона. Кстати, в новогодние праздники здесь ожидают 5000 туристов. И надежная защита отдыхающих от любых злоумышленников и неприятностей для полицейских Чечни – это закон гостеприимства. Луиза Андиева, Шейх Мансур Умалатов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. В Государственном русском драматическом театре имени Михаила Лермонтова состоялась премьера спектакля «Морозко» по мотивам народной сказки в постановке режиссера Султана Темишева. Посмотреть нелегкую историю молодой девушки зрители смогут до 29 декабря. Амина Тупилагова расскажет подробнее. Жила-была хорошая и добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать без продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту в зимний лес. Ну а что из этого вышло, узнаем буквально через пару мгновений. Занавес поднимается, и вниманию юных зрителей предстает спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко». История разворачивается вокруг девушки, которую не взлюбила мачеха, ведь у нее есть своя дочь.
Настенька и хозяйственная, и хороша собой. Сводная сестра же ее полная противоположность. Не мудрено, что женихи предпочитают сватать умницу и красавицу, чем вызывают гнев мачехи. По ее настоянию решено отлучить падчерицу от дома, оставив в холодном лесу. История могла бы закончиться печально, но здесь ей встречается Морозко. Пойдем в терем мой, отогреешься. Спасибо, дедушка. Спасибо. Сказка вроде бы детская, поднимаются в ней проблемы и пороки взрослых, но все это подается таким образом, что самые благодарные зрители, дети, пребывали в восторге. Сказки показывают разных персонажей, которые смешные вещи делают. Обязательно буду приходить смотреть вот эти сказки. Мне очень понравилось. Несмотря на все невзгоды, которые зрители проходили вместе с ней, для Настеньки все закончилось благополучно. Настя, ты выйдешь за меня? Выйду, Иванушка. Настенька – это такой персонаж, все симпатизируют именно Настеньке, переживают за нее. У каждого персонажа свое, например, у Марфушеньки ребенок смотрит, учится, как не надо себя вести, как не надо лениться, смотрит на Настеньку, видит, как надо себя вести, как правильно поступать. «Морозко» – наш ответ современным заграничным мультикам и постановкам. Добро всегда побеждает зло. Как итог – торжество справедливости. У нас есть прекрасные свои сказки, народные, чеченские, русские. Когда дети смотрят, что правильно, что неправильно, нежели им рассказывать, читать, нежели когда они видят это все, это намного бывает поучительнее, и они запоминают такие вещи. Это был премьерный показ спектакля. Насладиться игрой актеров можно будет до 29 декабря включительно на сцене Государственного русского драматического театра имени Лермонтова. Амина Тупилагова, Аслан Ахматов, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В Музее Чеченской Республики состоялся новогодний квест для школьников. Соревновались две команды. Ребятам подготовили познавательные и интересные задания, связанные с музейными экспонатами и не только. Понаблюдать за игрой смогла и моя коллега. Слово Мадине Нуцалчиевой. Посещение музея – это не всегда только экскурсии. В честь грядущего праздника для учащихся средней общеобразовательной школы номер 29 Национальный музей Чеченской Республики организовал новогодний квест. Мы очень часто проводим мероприятия для школьников, которые нацелены приобщить их к музею, чтобы они его понимали, а после посещали. Сегодня мы организовали для них квест на музейную тематику. Это позволит им поближе познакомиться с музейными экспонатами в игровой форме. Мы планируем проводить такие мероприятия на постоянной основе и надеемся, что у наших посетителей останутся положительные впечатления. Предварительно для них проводят экскурсию по музею, знакомят с залами и экспонатами, ведь именно здесь будут разворачиваться дальнейшие действия квеста. 26 учеников 7 класса делятся на две команды по 13 человек. Орлы и звезды, так назвали себя ребята. На этой полке представлены тоже фрагменты, позолоченные и золотые там присутствуют, тоже на пояс. В первом задании капитаны команд должны были найти как можно больше предметов, связанных с зимой. Далее в зале музея были спрятаны произведения искусства, связанные с кануном Нового года. Игрокам дается подсказка в виде пазла. Решение кроссвордов, тестов и ребусов поджидало ребят в следующих заданиях. Всего их было 10. Музейный квест – это замечательный способ объединить интересный отдых с познавательным процессом. Подростки учатся находить источники информации, обрабатывать ее, а полученные знания применять в самых нестандартных ситуациях. Обе команды показали себя хорошо, но с небольшим отрывом первое место забрали орлы. Почетное второе досталось звездам. Ну а положительные эмоции и сладкие подарки получили все игроки. Мне все очень понравилось. Задания были непростые. Я сюда обязательно приду еще раз. Я поняла много о Чеченской Республике, о том месте, где я родилась. Мне было интересно, волнительно, познавательно, и мне очень понравилось, буду приходить еще. По словам организаторов, новогодний квест в Музее Чеченской Республики для школьников будет проводиться еще не раз. Участие в нем смогут принять как старшие, так и младшие классы. Мадина Нуцалчиева, Магомед Басаев, Сайтселим Ампукаев, Вести Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.